Джек Лондон, американский писатель, известен как автор приключенческих рассказов и романов. Биография его обширна и многообразна. Можно сказать, что она полна приключений, достойных его героев. Да так и есть. Он писал, черпая сюжеты из собственной жизни, окружающих его условий, проходящих через нее людей, их борьбы и побед. Он всегда стремился к истине, пытался разобраться в пронизывающей общество системе ценностей и разоблачить ошибки. Богат и многолик художественный мир Джека Лондона, яростный и жестокий, полный крушений и надежд, поражений и побед, населенный людьми, для которых жизнь – это преодоление, а долг, честь и справедливость превыше жизни. Его книги глубоко реалистичны и вместе с тем овеяны романтикой. Лондон пишет о страданиях человека и его стойкости, о беззаветной любви и страстной ненависти, о стремлении построить справедливое общество на земле. Книги писателя проникнуты симпатиями к людям высокого достоинства и мужества. Талантливый рассказчик, романист и драматург, Джек Лондон интересен для всех. Работал писатель очень много. За 16 лет своей литературной деятельности он написал 50 книг, бесчетное количество статей и очерков. Первыми произведениями Джека Лондона, вышедшими отдельными изданиями, были сборники новелл «Северная Одиссея», «Бог его отцов», «Дети Мороза» и роман «Дочь снегов». Они изображают приключения, жизнь и быт американцев, золотоискателей на Дальнем Севере. На первом плане сильная личность и ее борьба с природой, борьба, в которой индивидуальность закаляется и теряет свою мещанскую ограниченность, возрождаясь физически и духовно. Писатель в одно и то же время работал над различными темами. Например, он сразу же пишет авантюрно-бродяжническую повесть «Дорога» и социалистический роман «Железная пята». Ярко-индивидуалистический автобиографический роман «Мартин Иден» выходит же в это время. Наиболее яркие в социальном отношении произведения «Лунная долина» роман и повести «Игра», «Джон Ячменное зерно», «Люди бездны» роман «Маленькая хозяйка большого дома», где писатель описывает жизнь на ранчо, используя собственный опыт. Джек Лондон – автор также ряда чисто автобиографических очерков, как «Путешествие на снарке», «Приключения рыбацкого патруля», «Морской волк», роман. Лондону принадлежит ряд повестей и рассказов, изображающих животных, главным образом собак. Белый клык, Джерри, Майкл, зов предков. Все они несут несокрушимую веру в доброе начало в человеке, триумф дружбы над подлостью, самопожертвование настоящей любви. Эти произведения никого не оставят равнодушными. Художественный мир Лондона выражается прежде всего в стремлении показать человека в тяжелой жизненной ситуации, на переломе судьбы. Реалистические описания обстоятельств сочетаются с духом романтики и приключений. Сам автор определил свой стиль как вдохновенный реализм, проникнутый верой в человека и его стремления. Для произведения Джека Лондона характерен особый поэтический язык, быстрое введение читателя в действие своего произведения. В его произведениях присутствует принцип симметричности повествования и характеристика героев через диалоги и мысли. Чтение его книг очень увлекательно. Это некий волшебный мир, в который погружаешься и из которого не хочется уходить. Его книги помогают жить и сохранять в себе духовное начало, присущее каждому человеку. Известный всему миру писатель Джек Лондон скончался 22 ноября 1916 года на 41 году жизни. Писатель прожил поистине сверхчеловеческую жизнь. Художественная биография замечательного американского писателя Джека Лондона принадлежит перу Ирвинга Стоуна. Книга называется «Моряк в седле». В ней раскрывается сложный и драматический путь писателя, история его литературных поисков и главных произведений. Прочитав книги Джека Лондона, вы найдете ответы на свои жизненные вопросы.